Первый день научной итоговой сессии в Институте гуманитарных исследований посвящен археологии и научному наследию Михаила Гунба, одного из основателей современной абхазской археологической школы. Открывая работу форума, директор Института Арда Шуба отметил, что прошедший год стал очень продуктивным для Абиги. Подготовлены 6 аспирантов и 2 соискателя, защищены 4 кандидатские диссертации, сотрудники приняли участие более чем в 100 научных конференциях. Издано 26 книг и опубликовано свыше 120 научных работ. По его словам, именно фундамент, заложенный старшим поколением исследователей, позволяет институту сохранять высокий научный уровень. Заведующий отделом археологии Института Инал Джопуа представил доклад о жизненном пути и научной деятельности Михаила Гунба. Более полувека его работа была связана с институтом. Он прошел путь от младшего научного сотрудника до ведущего исследователя, став автором более 60 статей и 6 монографий. Особое место в его трудах занимает исследование Великой Абхазской стены. Ученый обосновал ее раннюю средневековую датировку и рассматривал сооружение в контексте византийской оборонительной системы VI-VII веков. Своими изысканиями он внес, безусловно, огромный вклад в историческую науку не только в Абхазии, но и всего Кавказа. Ключевыми проблемами научной деятельности являются позднеантичная раннесредневековая история и археология Абхазии. Эти знаковые работы сегодня сохраняют свою научную ценность и являются важными в исследовании абхазоведческой науки всего Кавказоведения. О научной аргументации Гунба рассказывал сотрудник отдела археологии Шандор Кайтан. Он подчеркнул, что исследователь анализировал не только архитектуру стены, но и широкий исторический контекст, политические процессы на Кавказе, арабские походы и византийское присутствие в регионе. Гунба подчеркивает, если в 17 веке стена давно не функционировала, значит она значительно древнее. Шарден, вероятно, ошибочно связывал ее с обороной против абхазов, исходя из политических конфликтов своего времени. Значительная часть научной деятельности Михаила Гунба была связана с полевыми исследованиями. В 1969 году он изучал некрополь в Цибильде, где были выявлены погребения II-IV веков нашей эры. Анализ находок позволил уточнить хронологию памятника и подтвердить преемственность местных традиций. А в 1972 году под его руководством работала Атарская археологическая экспедиция. Исследование гончарных печей сложной конструкции подтвердило высокий уровень местного керамического производства и развитые торговые связи региона. И эта керамика была местного производства, это что говорит о том, что наши мастера умели делать и печи со сложной конструкцией, и умели на месте изготавливать керамические предметы. Исследования Михаила Гунба Сухумской крепости в 80-х годах стали основой для дальнейших работ на этом объекте. Сегодня раскопки в северо-западном бастионе крепости ведутся с опорой на материалы того времени. По словам археологов, сопоставление новых находок с собранными ранее коллекциями позволяет уточнять датировки и расширять представление о материальной культуре Сухума позднеантичного и средневекового периода. Материалы из раскопок 24-25 годов, несмотря на их залегание в перемешанном слое завала, уверенно коррелируют с типологическими рядами, разработанными Михаилом Михайловичем Гунба. Поливная и другие виды керамики, курительные трубки и предметы быта находят прямые аналогии в позднесредневековых коллекциях 80-х годов. Работа научной сессии продлится до 27 февраля. В последующие дни участники обсудят вопросы новой и новейшей истории, этнологии, фольклора, искусства, языка и перевода. Юбилейная конференция стала не только данью памяти ученому, но и площадкой для профессионального диалога исследователей разных направлений. Заур Кварджия, Торник Амичба, Абазатовы.